Началось мероприятие с веломотопробега, в котором приняли участие несколько десятков велосипедистов. Зрителям также представили концертную программу с участием артистов абхазской эстрады и учащихся музыкальных школ. Затем выступила главный нарколог Абхазии Ирма Ануа. В жизни столько есть прекрасного без его химического стимулирования. Радуйтесь жизни. Те, которые смогли преодолеть, для меня они настоящие победители. Молодцы, ребята, вы победители. По словам председателя благотворительного фонда по формированию здорового образа жизни Центр здоровой молодежи Тимура Кардиаглы, фонд преследует одну цель – чтобы в Абхазии было как можно меньше нарко- и алкозависимых людей. Мы 1 июня открыли реабилитационный центр в Абхазии, Центр здоровой молодежи, который занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых людей. Все, что мы делаем, все для того, чтобы молодежь, и не только молодежь, а вообще люди, человечество, да, избавилось от этого. А почему нужны такие акции? Естественно, потому что только вот, знаете, можно привлечь молодежь к здоровому образу жизни именно такими акциями. Во время мероприятия на телевизионных экранах транслировались социальные ролики, рассказывающие о вреде наркотиков и тяжелых последствиях их употребления. А представителями спортивной общественной организации «Проспорт» в содействии с компанией «Аквафон» был организован флешмоб, на примере которого четко видно, как можно победить эту страшную зависимость, объединившись вместе. На сегодняшний день мы стараемся, чтобы наша молодежь привели к спорту, чтобы вели здоровый образ жизни. И сегодняшний день, посвященный международной борьбе с наркотиками, это один из самых немаловажных аспектов на сегодняшний день, который беспокоит сегодня нашу страну, нашу республику. Можно сказать, и родителей. Огромную благодарность хочется выразить садовой компании «Аквафон» за их поддержку в проведении нашей акции. Мария Горелова рассказала о том, какой путь она прошла для того, чтобы вылечиться. Я из города Инакиево, это Украина, Донецкая область. Алко- и наркозависимая, проходила реабилитацию в Центре здоровой молодежи в Полтаве, это тоже Украина. Затем прошла реабилитацию, ресоциализацию, это тоже такой выход в социум. После реабилитации ребята должны адаптироваться в социуме, поэтому проходит еще ресоциализация, это как возврат в социум называется. Вот. Затем так сложилось, что я вышла замуж, у меня муж тоже алко- и наркозависимый. Прошли мы школу, курс, чтобы работать с ребятами, такими же, как мы сами. Вот. И затем пошли учиться, высшее образование имеем, поэтому я сейчас психотерапевт, а муж мой руководитель центра. И так сложилось, что по Божьей милости мы приехали открывать Абхазию. Сейчас Маша полностью излечилась от этой зависимости и работает психотерапевтом в благотворительном фонде по формированию здорового образа жизни «Центр здоровой молодежи». По ее словам, наркомания – это еще не приговор, и чтобы выйти из наркозависимости, необходимо бороться. Мы решили заявить о себе этой акции, то есть сказать о том, что выход есть, что это не приговор наркомания и алкоголизм, что люди могут быть счастливыми, люди могут быть трезвыми. Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. Это социальный порок общества, а не отдельно взятой личности. И решение проблемы наркомании сегодня является одной из важнейших задач. Мероприятия, подобные тому, что состоялось 26 июня при поддержке компании «Аквафон», безусловно, способствует привлечению внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формированию у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения. Сария Смыр, Саид Агухава, Абхазское телевидение.